Победить Россию на поле боя невозможно, еще раз подчеркнул Владимир Путин. И не только потому, что российская армия несокрушима, а наши бойцы мужественно преодолевают любые вызовы и трудности. В том числе учатся на собственных ошибках. Да, враг коварен, силен, готов на жертвы, но за ними нет правды. И кроме того, чего явно не учитывают на Западе, это нашу способность объединяться и помогать друг другу в непростые времена. Герои они и потому и становятся настоящими героями, потому что за ними надежный тыл. Преданные и любящие родственники, друзья, неравнодушные соотечественники. В Казани на этой неделе прошел еще один знаковый фотопроект «Жены героев». Название говорит само за себя. 40 фотопортретов женщин из Татарстана, чьи мужья сегодня в зоне специальной военной операции. Рядом с фото письмо или стихотворение, адресованное своим защитникам. Проект зародился в сентябре в Самаре и охватил более 50 городов России. Москва, Можайск, Новосибирск, Екатеринбург, Томск и теперь Казань. Поддерживаем их, ждем. И обязательно, чтобы дети наши помнили и знали, где их папа. Чувство, конечно, вообще переполняет, потому что мы еще и второго ждем. Этот проект о силе духа, о самоотверженности, преданности и красоте наших жен, которые, накинув на плечи китель, на свои хрупкие плечи, показывают всем, что они под надежной защитой своих мужчин. Когда я знала о том, что по миру и вообще, в принципе, по России шагает данный проект, я не смогла оставаться в тени, потому что мой муж шел до победного, и я должна сейчас эту память снести в люди. Последние слова которого были следующие: «Я присягу давал народу».